«Единая Россия» запустила мониторинг безопасности пешеходных переходов возле школ, детских садов и других социально значимых объектов. Сегодня депутаты регионального отделения вместе с исполняющим обязанности мэра Сыктывкара Владимиром Голдиным и представителями общественности осмотрели несколько объектов. Какие выводы сделаны, знает Анастасия Тюрнина. Перекресток вблизи школы номер 36. Светофор, зона перехода ярко выражена, есть ограждение и все необходимые дорожные знаки. Об этом рассказывает представитель ГИБДД. Родители в преддверии учебного года хотят быть уверены в безопасности детей на дорогах. У нас есть план мероприятий по подготовке к 1 сентября. Естественно, вопросы безопасности и дорожного хозяйства тоже вошли в эти планы. Здесь как раз есть нормативы, есть требования, мы их стараемся соблюдать. В рамках этих требований мы посмотрели, что все нормативы и требования соблюдены. А это уже столичный микрорайон «Орбита». Инспекция останавливается на пешеходном переходе у детского сада номер 104. Объект еще в работе. Здесь устанавливают дополнительное освещение и светофор Т7. Он замигает уже через неделю. А установленное ранее ограждение радует родителей и сотрудников садика. Сейчас у детей нет, во-первых, возможности, потому что, дети, сами понимаете, не все ходят за ручку держась. Кто-то радостно выбегает из детского сада, кто-то к нему радостно подбегает. И очень действительно тяжело иногда родителям угнаться. И вот сейчас вот это камень, это уже препятствие для детей. Здесь уже тоже можно остановиться. Вообще мы здесь уже проводим занятия даже для детей. Воспитатели прям выводят детей сюда. И прямо вот здесь все настолько наглядно, настолько хорошо оборудовано. Мы вообще очень благодарны вам. Безопасность детей превыше всего, говорят участники мониторинга. Поэтому «Единая Россия» по всей стране объявила серию проверочных мероприятий, в рамках которых проверяют, насколько наши социальные объекты безопасны. Здесь мы видим, что очень много делается, в том числе в нашей столице, в городе Сыктывкар, когда появляется у таких детских садов, которые находятся по сути на дороге, в рамках, вблизи их подходов появляются светофоры, появляются оборудованные пешеходные переходы, появляются заборы, которые ограничивают, так сказать, доступность детей к дорогам. Я думаю, что это все вселяет уверенность в родителей, в целом создает определенный уровень комфорта и в целом поднимает такой, уровень эстетики нашего города вообще. Нас, как городских депутатов, конечно, волнует вся эта история. Мы активно включились в этот мониторинг. Мы до этого уже ходили, смотрели на своих округах территории и выходили с предложениями в мэрию. И мэрия слышит нас, и это хорошо. И на этот мониторинг прекрасно, что представитель администрации Владимир Борисович Голдин выехали и смотрят и фиксируют проблему вместе с нами. Мониторинг безопасности продолжится до начала учебного года. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.